В прямом эфире ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. Всем лыжню! Общение с коллегами, с друзьями. В Татарстане прошла лыжня России. Сколько и где она собрала любителей активного отдыха, расскажет Рамиль Шайдулин. Отказ от смеси – выбор в пользу грудного кормления. Смеси дают на ребенка аллергические реакции. Как молодым мамочкам помогают в первые дни после рождения младенца, узнавала Юлия Муратова. Восстановление популяции диких животных в Татарстане. Это заказик именно чисто зоологический, где должна быть сохранена природный комплекс, сохранена среда обитания. Для чего был создан природный экологический заказник Шорский, расскажет Ленар Гинатуллин. Одно из лучших своих произведений Малер назвал «Симфонией для тысячи». Музыка его, конечно же, если проникает в сердце, то она остается там на всю жизнь. Об эмоциях исполнителей и тех, кто пришел послушать. Алия Хайрудинова. Все на лыжню. 172 тысячи татарстанцев сегодня вышли на самую массовую гонку страны – лыжню России. Забеги прошли во всех районах республики. По накатанной не только ходили как простые любители, так и профессиональные спортсмены. А кто-то и вовсе ради гонки впервые встал на лыжи. Как прошли забеги, увидел Рамиль Шайдулин. Тысячи людей на одной лыжне. Цель каждого – ощутить себя частичкой чего-то большего. Так в Казани стартует самая большая в стране лыжная гонка. Уже 15 лет она объединяет и россиян, и гостей из других стран. У нас вообще снег нет, Индии. Снег видели, но хочу кататься. Но первый раз упали много раз, а потом чуть-чуть уже готовили, а потом сейчас хорошо катается. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Вперед! Забеги в Казани проходят по нескольким маршрутам. Есть круг на 2 и 5 километров. Есть отдельные забеги для ветеранов, учащихся и работников предприятий. Сегодня здесь в Юдино профессионалы и любители, ветераны, даже самые-самые начинающие спортсмены. Стоит взглянуть на масштабы, и становится ясно, что это, наверное, самый большой поток лыжников в этом году. Лыжня России, лыжня Татарстана, конечно, собирают огромное количество любителей. В основном это все-таки такой массовый старт. Вот мы планируем, что только в Казани сегодня на 3 площадках выйдет более 20 тысяч человек. Я люблю тебя, Нурлат! Лыжня России в Нурлате собрала учеников и работников предприятий. За победы памятные призы. В этом году проводится уже 37-й раз. И участвует у нас в этом году более 1000 участников соревнований. Если и рассекать снег, то где-нибудь ближе к природе. Вот и в Нижнекамске лыжня вблизи лесопарковой зоны. Дистанции от 1,5 до 5 километров. Сегодня прекрасная погода. Спасибо, кто организовал сегодняшнюю лыжную. Погода вообще прямо как будто бы специально. Нет снега, вообще все организовано очень хорошо. Главное не победа, а активный отдых. В Альметьевске лыжня России традиционно место встреч. Как только услышал, что будет лыжня, все, сразу начинаешься готовить. Все время дома, а это общение с коллегами, с друзьями. Все равно много кого встретишь. В общей сложности праздник охватил более 20 тысяч альметьевцев. В планах Минспорта Республики сделать забеги еще масштабнее. Одна из задач на будущее – расширить их географию. В этом помогут новые лыжные базы. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Казань, Нурлат, Альметьевск, Нижнекамск. Если вы увидели сегодня вереницу газелей с мебелью, скорее всего, они ехали в Салаватку, ПР. Новоселы заселяются. Сегодня там сдали 18-этажный дом на 340 квартир. Строили долго. Этого дня ждали 4 года. Рамиль Шайдулин, Галиуллин, о квадратных метрах радости. Вот наш новый домик. Сегодня тот день, когда родители больше рады, чем дети. Латфулины будут жить на 2-м этаже. Это их первый визит в новую квартиру. 3-комнатную они уже называют хоромами, ведь до этого семья с 3 детьми ютилась у родителей. Затягивать с переездом не собираются, заедут уже завтра. Посмотрели, все уже, есть план, есть мечты, где что поставить. Вот, будем реализовывать это все. Вот здесь вот. Мне кажется, здесь вам очень хорошо было, да? У семьи Спириных хоть и однушка, но радости не меньше. Уже думают, как обставят 42 квадрата. Квартира небольшая, зато своя. Сегодня, праздник, действительно праздник, отдельное жилье, тем более такой хороший ремонт. То есть, восторг, радость.
И таких семей сегодня 340. Заселение дома 12/2 – настоящий подарок, ведь он проблемный. Сдать многоэтажку обещали еще в 2015-м. В прошлом году подрядчика сменили. Новый застройщик все сдал под ключ. Это последний, 22-й дом первой очереди. В сентябре прошлого года мы приняли эстафету по достройке этого дома. Но учитывая, насколько важен вам этот дом, как вы его давно ждете, мы сделали все возможное, чтобы быстро и качественно выполнить все работы, организовали двухсменную работу, работали без выходных. Наконец-то мы заканчиваем серию первого квартала, застройки первого квартала. Ваш последний дом, долгожданный. Извините, если что не так. За терпение ваше спасибо большое, за то, что вы выдержали и дождались, наконец-то. Все необходимые решения президентом были приняты, и как следствие мы видим законченный дом. Дом получился прекрасный, хорошим качеством. О том, что он прекрасный, не скрывают и сами новоселы. Пока строили дом, подоспела и инфраструктура. В новом многоэтажке не только квартиры с современной планировкой, но и придомовой инфраструктурой. Здесь есть детская площадка, парковка и школа. Рядом строится детский сад, который собираются ввести в эксплуатацию уже осенью этого года. Всего же в 2019-м планируют сдать еще 6 многоэтажек микрорайона Салават-Купера. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Успеть к посевной кампании. Сельхозтехника отремонтирована не до конца. В 5 районах еще не закуплены запчасти. Глава Минсельхоза Марат Ахметов отметил, на ремонт требуется 3 миллиарда рублей. Рустам Минниханов заявил, о посевной кампании должно быть уделено серьезное внимание. А вся техника должна быть готовой до 1 апреля. Эту работу надо вести системно. Во-первых, персонал, который эксплуатирует эту технику, он должен быть подготовленный и ответственный. Мы очень много и небрежно относимся к технике. Это же дорогостоящая техника. Надо все техобслуживание проводить, внимательно все смотреть. В Татарстане намерены восстановить численность рябчиков, глухарей и зайца-беляка. Для этого создается природный экологический заказник «Шорский». Постановление на неделе подписал Алексей Песошин. Зоозаказник разместится на территории 3 районов. Это Зеленодольский, Арский и Высокогорский. Границами дозволенного и запрещенного интересовался Ленар Гинатуллин. Зеленодольский лес. Здесь обитают животные таежной фауны, такие как заяц-беляк, глухарь и рябчик. К сожалению, сейчас мы их встретить не сможем, потому что их популяция становится с каждым годом все меньше и меньше. Но власть Татарстана борется с этой проблемой. Для этого и был создан природный экологический заказник «Шорский». Охраняемая природная территория охватит 3 района республики. Айшинский участок в Зеленодольском, Ислиитарский в Высокогорском и Шорский в Арском районах. Общая площадь заказника составит почти 11 тысяч гектар. Здесь представлена фауна таежная, основу которой составляет, естественно, заяц-беляк, глухарь и рябчик. Ну и создание зоологического заказника, заказник именно чисто зоологический, где должна быть сохранены природные комплексы, сохранена среда обитания для успешного разведения, размножения и воспроизводства вот этих вот видов животных. Все последние годы зайцы, глухари и рябчики особо не размножаются, говорят специалисты. Поэтому в 2015-м зайца-беляка даже пришлось внести Красную книгу Татарстана. И теперь, когда популяция начинает возрастать, животным создают благоприятные условия. Только вот в обществе охотников с выбором территории не совсем согласны. Действительно, надо было согласовать с охотообществом. Раз есть такое, так сказать, мнение, что нужен этот заказник, есть специальные земли у нас, где мы могли бы сказать, вот там надо сделать заказник. Получается, в результате они в районе деревни Александровки организовывают заказник, это же смешно. Это же сельское поселение, люди ходят в лес за грибами, это такой фактор беспокойства. Там летом машины ходят через 5-6 минут. Теперь проезд на транспорте там запрещен. Следить за этим будет комитет по биоресурсам. Всего в республике 33 таких особо охраняемых природных зон. Есть и такие, на территории которых под охраной находится как весь природный комплекс, так и некоторые его элементы. Например, растения, животные или рыбы. Стерлядка 4 месяца, хорошая, здоровая, активная. К примеру, год назад был открыт заказник нерестилища Стерляди. Он располагается в 8 районах. Стерлядь также занесена в Красную книгу, и в Лаишевском районе открылся питомник по их выращиванию. Из-за строительства ГЭС и водохранилищ стерлядь в естественной природе в наше время практически не размножается. Поэтому, если мы хотим видеть ее в уловах, если мы хотим сохранить видовое разнообразие, мы должны поддерживать ее численность. Также и численность рябчика, глухаря и зайца-беляка. В планах строительства ферм по их выращиванию, а пока запрет на их охоту на территории заказника. Ленар Гинатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Татарстан.
Искусственные смеси или грудное молоко. Все больше мам в Татарстане делают выбор в пользу грудного вскармливания. Для них появляются обучающие курсы и лекции в больницах, помощь медперсонала и даже новые программы «Бережные роды» и «Больница благожелательная к ребенку». Как помогают молодым мамам не словом, а делом, увидела Юлия Муратова. У Татьяны Яковлевой это второй малыш. Первого грудью кормила мало. Ей сделали кесарево, а ребенок почти сразу перешел на смеси. Как следствие, проблемы с пищеварением. Теперь только грудь. Раньше вот это все было в семье, много детей. Они изначально видели, как роды происходили, и как мамы кормили ребенка. Мы это все не видим, мы, грубо говоря, даже не знаем, как правильно. Соответственно, помощь нужна. А у Карповой это первый ребенок. Она одна из тех, кто уже оценил новый подход к кормящим. Это бережные роды. Проводят их по принципу 3Т. Тихо, темно и тепло. Опыта мало, но в одном уверена точно. Смеси только в случае крайней необходимости. Смеси дают на ребенка аллергические реакции. И поэтому, если есть возможность кормить грудью, я, конечно, буду ее до конца кормить грудью, без каких-либо прикормов. Кормить ребенка грудью первые 6 месяцев необходимо, считают врачи. 100% витаминов он может получить только из грудного молока. Дети, которые выросли на искусственном питании, в 11 раз больше страдают ожирением, нежели малыши, которые вскормлены грудью. Также смертность детей, которые выросли на искусственном питании, гораздо больше. В Татарстане только 40% мам кормят грудью. Причины разные. Боль, нежелание портить фигуру, рекомендации врача. Другие же не знают, как это правильно делать. В Нижнекамском роддоме открыли курсы грудного вскармливания. Даже такие обычные моменты, как правильно расположиться самой, правильно лечь, малыша правильно расположить возле себя, как вложить грудь малышу. И вот первый результат. За год в 2 раза больше мам начали кормить грудью. И еще одна полезная программа – больница благожелательная к ребенку. Прикладывание груди в первые полчаса после рождения, не давать никакого питья, кроме молока. Родильный дом еще не получил статус больницы доброжелательной к ребенку, но здесь уже активно внедряются все принципы ВОЗ. Новорожденные мамы круглосуточно находятся в одной палате. Кормление малыша происходит по желанию и требованию ребенка, а не по расписанию. Юлия Муратова, Светлана Шумкова, Игорь Романов, Фахри Исламов, ТНВ. Казань, Нижнекамск. От 6-летних мальчиков до победителей Дакара за руль шипованных картингов сели более сотни участников со всех городов Поволжья. В Челнах сегодня стартовали зимние гонки по картингу на кубок команды КамАЗ-Мастер. Чем они уникальны и как участники готовят железных коней к снежному бою, увидел Алмаз Гафиетов. Пока их ровесники ломают игрушечные машины, они с легкостью чинят свой карт. Прежде чем сесть за руль, каждый из этих ребят проходит так называемый курс молодого бойца, где обучают не только безопасному вождению, но и всем элементам автомеханики. В 6 лет о машинах они знают все. Самое сложное – это повороты. На поворотах надо дрифтовать и тренироваться боком ехать. Если вам нравится больше, занимаюсь я 2 года. Зимой экстрима больше, что ли. Интереснее ездить, а летом просто и безопаснее. Зацеп лучше, ездишь быстрее. Практически все чемпионы по автогонкам – это вчерашние картингисты. Победители Дакара Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников, а также победитель мировых стартов Тимур Тимирзянов и Ильдар Рахматуллин свои первые награды выигрывали именно в спортивном картинге. И выиграли в этой упорнейшей борьбе вчерашние воспитанники нашего картодрома, которые буквально вот несколько лет назад стояли здесь, на ваших местах. Это Дима Сотников, Эдик Николаев. И мы, конечно, желаем вам также быть в жизни успешными, быть победителями в спорте, в бизнесе, в политике. От шипов снежный фонтан, а рев моторов перекрывает все звуки. Эту атмосферу зимних гонок могут почувствовать только те, кто сами зимой гоняет на авто. Все интересно будет. Но шансы татарстанцев очень хорошие. Есть Нуриев, пока лидирует Тимирзянов. Так что ждем новых чемпионов в Челнах. Всего на Кубке КамАЗ-Мастер 4 этапа. Сегодня на турнире в основном молодое поколение. А завтра и в конце февраля болельщики смогут увидеть настоящее шоу и борьбу прославленных мастеров автоспорта. Алмаз Гафиятов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Следующий репортаж из цикла о воинах-афганцах. Реальных героях со своими историями. Иван Кагогин видел войну в Афганистане с высоты птичьего полета. Военный летчик попал туда по приказу, отказы не принимались. Каким он запомнил горячий Афган, расскажет Вероника Гайнудинова.
На таком вертолете я тоже летал. Военный летчик Иван Кагогин в Афган попал уже офицером. Боевой приказ обязан выполнять. Повезло в одном – летал на родных вертолетах. Абсолютно новые. Вертолеты казанские имели налет где-то часов 18. Вот они перелетели с завода туда. Мы их и получили. В реальности 1,5 года в Афганистане. По ощущениям, вечность. За это время более 1000 вылетов. И днем, и ночью. Задача – поиск и уничтожение караванов и складов с оружием. Прилетели, быстренько заправились, загрузились. Или просто пролетали, с одного вертолета выскакивали, второй стоял уже загруженный, заряженный. Прыгали туда и взлетали. И это в пустыне, в жару, при температуре плюс 40. В вертолете еще больше. Мы в кабину заскакивали. Кидали на пальцах с экипажа, кому забежать, потому что двери закрыты, все закрыто, все внутри, как в мартеновской печи. Кто-то первый забежал, блестера все открыл, включил вентиляторы, и пулей оттуда вылетает. За боевые заслуги Иван Кагогин дважды награжден орденом Красной Звезды. Он уже давно майор в отставке и все свое время посвящает семье. Он помогает мне в уроках. Мы ходим с ним гуляем, покупаемся вместе, играем. Везде боролся упорно. Всего добивался. Вот это качество очень мне в нем нравится. И пусть сейчас в небе он больше не летает, но за ним следить не перестает. Сегодня он инженер по эксплуатации аэродрома. От него зависит работа Казанского аэропорта. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Зеленодольск. Это самое значительное из всего, что я до сих пор написал, признавался Малер. Сегодня впервые в Казани прозвучала его 8-я симфония. Это самое масштабное сочинение композитора. На сцене Большого концертного зала в единое целое слились 3 хора, орган, тройной оркестр, 8 солистов и маэстро Александр Сладковский. В мир музыки целой вселенной окунулась и Алия Хайрудинова. Все очень скромно, все должно быть очень сдержанно тут. Через несколько минут Вероника Джоева окажется на сцене. Образ продуман, партия же далась нелегко. Мне было сложно, потому что я, можно сказать, хуже всех знала материалы, и, в общем, мне пришлось попотеть на этой симфонии. Но меня все поддержали. Поддержали солистов и зрителей. С цветами они ждали своих любимых исполнителей. Ожидаем, наверное, просто грандиозного концерта и впечатлений очень больших. Мне очень нравится у Сладковского репертуарная политика. Это не классическая попса, да, которая собирает просто широкую публику, которая идет на какие-то совершенно популярные мелодии, а то, что нас просвещает, и мы слушаем ту музыку, которую редко исполняют. Для солиста Алексея Татаринцева партия теноров симфонии – творческий дебют. Для его голоса и для него самого проверка на прочность и сложный труд над диапазоном. Сегодня будет задача непростая, но мы будем все стараться и постараемся донести до зрителей эту потрясающую музыку. Настоящий дебют для хора мальчиков. Из Москвы приехали 20 лучших исполнителей хорового училища. Через 2 дня на сцене в Москве исполнять симфонию будет состав в 2 раза больше. Я очень надеюсь, что для них это станет одним из крупнейших музыкальных событий и впечатлений детства. На сцене 280 человек. Именно столько музыкантов сегодня воспроизвели симфонию Малера, которую часто называли произведением для тысячи или звучанием вселенной. В зале аншлаг, партер, балкон, свободных мест нет, а билеты были раскуплены задолго до премьеры. Сегодня в Республике Татарстан впервые прозвучал мажорный аккорд симфонии Малера в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики. Уже через 2 дня симфонию для тысячи услышат и в Москве. О дальнейшем туре пока молчат. Говорят лишь одно – такая музыка часто звучать не может. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До новых встреч на ТНВ. Всего вам доброго. Всем привет! Суббота, вечер. Самое время отложить свои смартфоны и гаджеты в сторону, потому что ближайшие 5 минут мы с вами прогуляемся по просторам интернета в поисках свежих новостей. Это рубрика «В сети». Начнем!
Практически у всех в машине есть специальная штучка, которая дает аромат. Ну или по-другому их называют вонючка. Хотя непонятно, она же не воняет, а благоухает. Но не в этом суть. Пользовательница из Казани выложила в сеть такую историю. Сажусь, значит, в такси, а там вместо вонючки штучка из-под киндер-сюрприза с чесноком. Как в старые добрые времена. Вот такие казанские таксисты с заботой о вас. А этот кадр я бы назвал так, когда подняли цены за проезд. Многие видели рекламу интернет-казино Азино 777 или, как говорят в рекламе и все пользователи сети, Азино 3 топора. Началась игра. Так вот, в сети сейчас бурно обсуждают то, что вычислили одного из организаторов. Это некий житель набережных Челнов. А я говорил, что только татарстанцы настолько умные, что могут обхитрить весь мир и Роскомнадзор. Поэтому есть версия, что Павел Дуров тоже с Татарстана. Вспомним для начала нашумевший ролик с прошлой недели про ковер из денег. Из твоих денег сделали гигантский ковер. Так вот, вышло продолжение. Видео, как убирают этот ковер. Приятное зрелище. Что так долго ты собираешь? Так быстрее. Причем сразу видно, кто как относится к деньгам. Жена просто шваброй все собрала, а муж по купюре. Бумажка к бумажке. Странно, что на видео детей нет. Видимо, они в банке деньги обналичивают, чтобы был еще больше ковер. В сети большую популярность набирает новый Дубак-челлендж. Его суть в том, что на морозе в воздух выливаешь кипяток, и он от резкого перепада температуры сразу замерзает. Но, к сожалению, не у всех это получается. Так в сеть вылилось видео «Преступление века». Именно так его назвали в интернете. Не могу сказать точно, в каком регионе страны это произошло, но могу добавить, где бы это ни произошло, наказание найдет его. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Неделя президента началась в компании с вице-премьером страны Максимом Акимовым. Были в Иннополисе, здесь говорили о связи, коммуникациях и будущем IT. Плюс осмотрели выставку роботов. Затем прокатились на беспилотном такси. В итоге оказалось, что Рустам Минниханов управляет такси силой мысли. Президент Республики Татарстан силой мысли управляет автомобилем. Ну и про здоровье не забываем. Партеечка в бадминтон – самое то. Сеть разрывает Жозе Мауриньо, так скажем, устроил фиаско на весь мир. Перед хоккейным матчем «Авангард СКА» бывший тренер Манчестер Юнайтед бросил шайбу, но бросил так, что весь мир узнал. Стартовое выбрасывание. Я представляю, какая для него это экзотика. Итак, Евгений Медведев и Павел Дацук. Капитан. Ой-ой-ой! Ну, сразу понятно, что хоккей – это не его вид спорта. Уйти из Манчестера, чтобы бросить шайбу в Балашихе. А чего добился ты? А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте музыкальный исполнитель Децл, который ушел из жизни после своего концерта. На втором Эхинок Кок. Его обнаружили на неделе в Суворовском училище города Ульяновск. Замыкает топ перевал Дятлова. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, видео, забавные фотографии. Короче говоря, будьте в сети. Пока! В феврале Datsun за 79 тысяч рублей. И сигнализация в подарок. Да, практичный. Да, доступный. Да, Datsun. Марка Анна Чуйкова. Звони 4 5 3 7. В историческом центре Казани открылся самый технологичный паркинг города. Почти 1000 парковочных мест, 4 яруса, уникальная система дымоудаления и очистки от углекислого газа, автоматизированные паркоматы, автоматическая автомойка и даже зарядные станции для электрокаров. Несколько въездов и выездов, а главное – идеальное расположение. Паркинг на НКЦ. Оставь машину и наслаждайся городом. В «Белке» ликвидация всех шуб. Только до 10 февраля. Скидки до 50% на все меха. «Белка», Татарстан 7.
В автоцентре Марка на Чуйкова летние цены на автомобили Nissan. Успейте взять свой Nissan по цене прошлого лета. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Я вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Канавто освобождает склад автомобилей «Лада» 2018 года. Последние 63 автомобиля «Лада» с максимальной выгодой до 185 тысяч рублей. Канавто, Сибирский тракт 48, 239 77 27. Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. Полина Гагарина, Дима Билан, Ёлка, Мод, Артик и Асти, Макс Барских, Матранг, Звонкий и многие другие выйдут на сцену, чтобы поздравить жителей столицы Татарстана с праздником и подарить свои самые громкие хиты. Билеты приобретайте на tnatickets.ru. Здравствуйте! О погоде через минуту. Изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Дорогая, я подарю тебе звезду. А может, лучше квартиру? С нами возможно все. Только в честь праздника Дня влюбленных. Квартиры в ЖК Приволжский со скидкой до 100 тысяч рублей. 561-08-81. ООО «СМУ номер 12» в честь Дня влюбленных дарит скидку до 100 тысяч рублей. Сделайте подарок любимым. Купите квартиру в ЖК Приволжский. Записывайтесь на просмотр квартир по телефону 561-08-81. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно и снежно. 7-8 градусов ниже 0. На северо-востоке Татарстана не исключены осадки -4, -5. На севере республики также пройдет снег 3-4 градуса ниже 0. На северо-западе Татарстана снежно и -5. На юго-западе республики облачно, временами снег -6, -7. В центре Татарстана, как и по всей республике, возможны осадки до -6. Офтальмологическая клиника «Третий глаз» уже 20 лет помогает людям сохранять зрение. Весь февраль хирургии катаракты 38 тысяч рублей. Лазерная коррекция зрения и хирургическое лечение косоглазия от 16 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Третий глаз». Мы ясно видим картину дня и предлагаем лучшее. Передовые технологии в современном лечении и диагностике глаукомы и катаракты. Коррекция зрения на уникальном японском оборудовании. Клиника «Третий глаз». 202-202-8. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани облачно и довольно снежно. 4-6 градусов ниже 0. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Вероятно, небольшая магнитная буря. Спонсор показа – клиника ФАРМТ. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника ФАРМТ. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.